10 сентября, в единый день голосования, в Ингушетии свои двери откроют 142 избирательных участка. В республике будут выбирать депутатов муниципалитета, от которых, в общем-то, зависит очень многое. К проведению выборов в республике практически все готово. Важно, чтобы у каждого жителя Ингушетии были все условия для того, чтобы проголосовать. В нашем регионе кандидатами в депутаты выдвинуто 1056 человек, из них 979 избирательными объединениями. Кандидаты будут избираться от 6 политических партий. Особенно важно, чтобы на местах каждый председатель УИК следовал основным правилам проведения выборов. Обеспечить соблюдение избирательным комиссиям требований федерального закона, инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов КАИП 2017, который мы используем в соответствии с, кроме требований законодательства, еще и инструкция, утвержденная ЦИК России. Порядка проведения наблюдателями фото или видеосъемки в помещении для голосования. Напоминаю, что в соответствии, все это делается в соответствии с разъяснениями, которые утверждены постановлением ЦИК России от 3 октября 2012 года. Главное, чтобы выборы прошли максимально прозрачно. В республике ожидают большого количества избирателей. На каждом участке планируют организовать культурно-развлекательную программу. К примеру, в Сужском районе помимо выступлений будут кормить вкусными завтраками, обедами и ужинами. Все условия предусмотрели: медицинские кабинеты, комната матери и ребенка, видеонаблюдение и не только. Члены избирательных участков заранее раздали пригласительные всем жителям поадресно. Скачивали программы, и по этой программе мы задавали вопросы избирателям и обошли все эти домовладения. Как я сказал, с 7 по 20 мы досрочно завершили свою процедуру 12-го. Дополнительно нам, так как мы досрочно завершили, дополнительно открыли еще 1200 адресов. Участки будут охранять правоохранительные органы. При входе установят металлоискатели, чтобы выборы прошли с соблюдением мер безопасности. В Назранском районе откроется 30 участков. Технологическое оборудование будет расставлено на днях. Многие участки находятся в школах, а у детей сейчас занятия. В Джейракском районе откроется 6 избирательных участков. В селении Байны будут выбирать главу. Электрогенераторы имеются, проверки полностью все прошли, особо замечаний нету. В Малгобеке также подготовка к выборам завершена. В воскресенье здесь ожидают высокой явки – более 24 тысяч избирателей. На территории города Малгобек образован 21 избирательный участок. Все они оснащены технологическим оборудованием, имеются металлоискатели. На сегодня проводится работа по разноске пригласительных бюллетеней. Участковые комиссии работают со списками избирателей для корректировки избирателей на данной территории. Все избирательные участки оснащены всем необходимым оборудованием. Сделать свой выбор должен каждый из нас. От него зависит улучшение качества жизни жителей населенных пунктов республики. Рина Сычоева, Новости 24.